Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующий час в этой студии с гостями, которые присоединятся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события на 97-й день героического сопротивления Украины, украинского народа и всего свободного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Если вы хотите поддержать Первый Крымстарский, вы можете просто поставить лайк под нашими программами. Это поможет нам продвигать наш YouTube-канал. И таким образом все больше и больше людей смогут увидеть наши программы и новости, которые непосредственно касаются временно оккупированного полуострова Крым. Я же рада представить гостя, который присоединяється к нашому ефіру. Це Богдан Устименко, директор Інституту морського права і безпеки, експерт Центру оборонних стратегій. Пане Богдане, вітаємо вас. Селям алейкум, слава Україні. Героям слава, дякую за запрошення. Дякуємо за те, що ви приєдналися до нашего эфира. Пане Богдане, многие военно-политические аналитики говорят о том, что тактической целью Российской Федерации в Украине является попытка отрезать Украину полностью от моря. Оккупировав Мариуполь сейчас от Азовского моря, у них, к сожалению, отрезать Украину пока что получилось. И многие военные аналитики говорят о том, что они попытаются полностью оккупировать южную часть материковой Украины, тем самым отрезав Украину также от Черного моря. Что вы думаете по этому поводу? Каковы шансы у российских оккупантов? Вы знаете, прежде всего хотелось бы сказать о том, что на самом деле этот план Российская Федерация начала реализовывать еще много лет назад. Азовское море Украина уже давно не контролирует, и Российская Федерация любезно то разрешала нашим судам заходить в порты Бердянск и Мариуполь, то запрещала, периодически устраивая там искусственные задержки, скажем так, блокировала наши суда. Насчет движения военных судов, таких практически вообще в Азовском море не было, и это наблюдалось уже с 2014 года. Относительно полной морской блокады Украины, дело в том, что и я, и другие морские эксперты украинские, мы неоднократно говорили о том, что Российская Федерация будет реализовывать такой сценарий. И для нее было бы намного, скажем так, проще начинать душить Украину с моря, потому что у нас 60-70% нашего экспорта, всего экспорта, осуществляется через морские порты, как раз таки морскими путями. Насколько вы понимаете, море, экспорт – это наша валютная выручка, то есть это очень существенная часть украинской экономики. Поэтому этот замысел, он, скажем так, не мудрен. Говорили об этом уже давно, а сейчас Российская Федерация вообще не хотят и от суши нас отсечь. Но я уверен, что этот замысел, он не удастся. Более того, я уверен в том, что мы разблокируем наше море в ближайшие месяцы. У меня нет абсолютно никаких сомнений в этом. А каким образом? Потому что еще до начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, когда мы говорили о готовности наших вооруженных сил, многие военные эксперты отмечали, что ахиллесовой пятой наших ВСУ как раз есть флот, точнее отсутствие флота. Каким образом? Как нам защитить свои моря? Вы знаете, сейчас, скажем так, экспертный мир разделился на два больших лагеря. Кто-то говорит о том, что до окончания войны мы наши порты не разблокируем. Другая часть, скажем так, ястребы, эксперты, они говорят о том, что мы разблокируем раньше, дайте нам оружие.
Мгм. которое мы будем использовать против российских захватчиков. В частности, это противокорабельные ракеты. Честно вам сказать, я принадлежу, наверное, больше ко второму лагерю, потому что я не верю ни в какие договоренности с Российской Федерацией, потому что им верить просто нельзя, в чем мы неоднократно убеждались на протяжении уже многих лет, когда были нарушены все мыслимые и немыслимые договоренности, в частности, Будапештский меморандум, в частности, Минские соглашения они неоднократно нарушали, провоцируя нас и так далее. То есть я ни в какие мирные договоренности с Российской Федерацией я не верю. Ну а Турция может Точно так же, как и поспособствовать? точно так же, как и многие из моих коллег. Ну а Относительно оружия, ну, мы с вами все читаем как бы новости, и в том числе сообщения Министерства обороны Украины, которые говорят о том, что Дания уже согласилась выделить нам гарпуны, ракеты наземного, в данном случае это противокорабельные ракеты наземного базирования, которые, я думаю, что или в ближайшее время приступят уже к выполнению, эти дивизионы приступят к выполнению задач, или же они уже приступили. Потому что мы знаем, что поставки оружия и строительство нашего ракетного арсенала – это государственная тайна. Соответственно, мы получаем какие-то сведения о каких-то фактах уже, скажем так, извините за тарабарщину, или постфактум, или же в режиме онлайн, скажем так. То есть какие-то планы нам с вами военного руководства украинского нам неизвестны. Но я думаю о том, что эти гарпуны и другое вооружение, скажем так, которое направлено против морской компоненты вооруженных сил Российской Федерации, они будут применяться в самое ближайшее время. Ну а как вы думаете, когда вот вы говорили про продовольственную безопасность, Турция в этом вопросе может сыграть определенную роль? Потому что у Эрдогана так или иначе есть коммуникация с Путиным. И мог бы он, к примеру, договориться с ним о разблокировке портов? Спасибо вам за этот вопрос. Вы абсолютно правы, потому что на самом деле у Турции ключи от Черного моря в соответствии с конвенцией Монтрео, которая была подписана еще в далеком 1936 году. Угу. Очень кратко, в соответствии с этой конвенцией, Турция может запретить проход любым как военным кораблям, так, по сути, и гражданским. То есть связано это с тем, что два пролива, Босфор и Дарданеллы, они фактически с одной и с другой стороны находятся, с одной и с другой стороны этих проливов находится суверенная территория Турецкой Республики. А эти проливы, они соединены Мраморным морем, которое является, по сути, внутренним морем Турции. Поэтому, в общем-то, когда любые суда, они проходят, или же военные корабли, они проходят, по сути, через территорию Турции. Поэтому Турция имеет право как бы реализовывать свои права в полном объеме. Так вот, без, скажем так, согласия Турции, какие-либо, мне так это по моему мнению, любые договоренности, связанные с разминированием или разблокированием с помощью военных кораблей, я повторюсь, военных кораблей, наших морских украинских пространств просто невозможно. Так как мы знаем, что у других причерноморских государств, кроме Турции, ну, соответственно, России, флоты очень слабые. Вот. И также я глубоко сомневаюсь в том, что Румыния или Болгария обладают достаточным количеством минно-трального флота для того, чтобы эффективно и быстро провести разблокирование наших пространств. А как мы знаем, минная угроза, она существует, и она очень представлена сейчас, как бы, скажем так, с двух сторон. Море заблокировано, как Украина заблокировала в своих суверенных водах для того, чтобы воспрепятствовать Российской Федерации высадке наземного десанта, так и Российская Федерация со своей стороны заблокировала любые возможные маневры военных, в частности, кораблей. Вот. Поэтому согласие Турции, участие Турции, оно является, безусловно, ключевым. Ну и если говорить уже как оно есть, то естественно, что у Турции есть свои амбиции. Эти амбиции выражаются в доминировании в Черном море.
Поэтому, скажем так, Турецкая республика, она не в восторге от того, когда в Черное море заходят корабли НАТО, в частности, корабли американские или же британские. Поэтому, в общем-то, с Турцией нужно договариваться, или же, чтобы она помогала нам с организацией конвоев, торговых потоков, которые будут идти из украинских портов, или же в украинские порты. Вот. Поэтому, мне кажется, что в любом случае без Турции, без руководства политического Турции эту проблему будет решить практически нереально. Или же есть второй путь – это применение противокорабельных ракет и уничтожение Черноморского флота Российской Федерации. Но если я не ошибаюсь... и тех суден, которые находятся тоже, потому что там не только Черноморский флот, там есть несколько суден Балтийского и Северного флотов Российской Федерации. Да, но для этого Украине нужно необходимое вооружение. Абсолютно вы правильно говорите. И опять-таки вернемся к тому, что, скорее всего, из Дании к нам уже пришли и пусковые установки, и ракеты, как мы предполагаем, потому что уже такие сообщения были в публичном пространстве сделаны Министерством обороны. Вот, поэтому я думаю, что в ближайшее время мы увидим какие-то результаты или же дипломатических договоренностей, или же применение вот этих противокорабельных ракет по кораблям-захватчикам. И вместе с этим мы видим, как сегодня Россия шантажирует мир продовольственной безопасностью. Вот недавно он там разговаривал, Путин, с премьер-министром Италии, говорил о том, что он готов там разблокировать какие-то порты для того, чтобы зерно там перевозить. Но он сказал, что для этого мы ожидаем снятия ряда санкций с Российской Федерации. То есть идет такой шантаж со стороны России. Как вы думаете, вот какая реакция будет непосредственно Европы, которая, к сожалению, продолжает мешкать между поддержкой, да, там, и вот, экономическими, коммерческими интересами с Россией? Вы знаете, вы абсолютно правы, но я бы хотел дополнить к тому, что вы сказали. В соответствии с российской позицией, они хотят не только снятия санкций, но и разминирования со стороны Украины своих же портов. Да. То есть давайте представим себе, мы разминируем, то есть сейчас Одесса, Николаев, то есть героически обороняются, люди терпят там страшные испытания, умирают люди практически каждый день. Что хочет Путин? Путин хочет, чтобы мы разминировали часть той территории, морских пространств, которая заминирована сейчас, чтобы мы уведомили координаты мировую общественность, и потом, что мы предполагаем, что будет за этим. То есть за этим зайдут военные корабли Российской Федерации, в частности десантные, и начнется десантная операция. Например, в той же Одессе. Вот. Проблема в том, что россиянам верить просто нельзя абсолютно. И тут даже это уже настолько аксиоматично, что даже не нужно объяснять почему. Относительно наших западных партнеров я бы хотел развить немного вашу мысль. Ситуация сейчас настолько, скажем так, неприятная, мягко скажем, что до сих пор страны НАТО и страны Европейского Союза продолжают покупать у Российской Федерации нефть танкерами. Насколько мы знаем, основная часть доходов экспортных Российской Федерации — это как раз-таки продажи не газа, которые занимают всего лишь 22% от всех энергетических доходов, а именно от продажи нефти. Вот. Поэтому до тех пор, пока Российская Федерация, вот эти кровавые потоки нефти, они будут литься российской и наполнять европейские резервуары, до тех пор Российская Федерация будет воевать и убивать украинцев. Ну вот сегодня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские парламентарии уже де-факто приняли сократить на 92% импорт нефти с Российской Федерации. Это серьезное решение? Это серьезно бьет и ударит по экономике России? До конца года они планируют это решение уже имплементировать. До конца года может много воды утечь, мы понимаем все это, потому что Украина настаивала на немедленном. То есть хранилища могут заполнить полностью? Да, то есть Украина, наша позиция, мы настаивали на немедленном
эмбарго полном на всю энергию, которую продает Российская Федерация. Потому что вы понимаете, сколько беды Россия может еще натворить за вот эти месяцы. То есть это до конца года, если они будут продавать, то это значит, что резервуаров, то есть запасов может хватить еще на год. То есть еще год они будут убивать нас. Вот, поэтому, в общем-то, я не вижу ничего как бы радостного в том, что вот в этих новостях, которые от европейских чиновников. Я считаю, что Украине все-таки нужно добиваться немедленного введения полного эмбарго, вот, а без вот этих всех, скажем так, отлагательных условий. Более того, до тех пор, пока не будет введено вот это эмбарго, и мы не будем с вами смотреть, работает оно или не работает, сложно делать какие-то выводы. Потому что мы с вами видели и знаем, как Россия изловчилась и насколько она ловко обходит санкции и другие ограничения, которые вводятся нашими западными партнерами. И вот такой еще вопрос по морскому праву. Мы видим, как Россия нарушила абсолютно все нормы международного и, в частности, морского права. Что с этим можно делать? Уже можно ли подавать определенные иски в международные суды? Ну или отдельно, как вы думаете, какова перспектива создания международного трибунала для привлечения к ответственности руководства России? Вы знаете, к большому сожалению, этот трибунал останется на бумаге до тех пор, пока Российская Федерация не будет побеждена. Потому что мы с вами понимаем прекрасно, что для того, чтобы людей, группу людей, чтобы их судить, их нужно перед этим сначала заточить, да, то есть чтобы они сидели, грубо говоря, в тюрьме. Как мы себе представляем сейчас, в данное время, вот эту ситуацию? Российская Федерация Путина нам не выдаст. Это понятно. Поэтому, конечно же, это правильные и нужные шаги в том, чтобы создавать этот трибунал, чтобы он уже начал, скажем так, заочное расследование, условно назовем это так. Но скорого правосудия в соответствии с нормами международного права, наверное, ожидать пока что не стоит. Относительно компенсаций, в частности, я уже несколько лет говорил о том, что Украина очень слабо применяет тот договор с Российской Федерацией о защите инвестиций. В соответствии с этим договором практически все имущество, которое захватила Россия, оно считается инвестициями, которые Россия должна нам компенсировать, причем по рыночной цене с процентами. К большому сожалению, еще наша власть, она не поняла, о чем вообще идет речь, и что это эффективный механизм, который уже начали применять как частные, так и государственные украинские инвесторы. Однако мы до сих пор не забросали Россию этими исками и не арестовали еще ее имущество по всем странам мира, хотя это позволяет международное право. Почему так? Почему никто не принимает решения? Для меня остается загадкой. Дякую вам дуже, пане Богдане Чоухсагл, наше время, подключились к нам в ефір. Слава Україні! Спасибо за приглашение. Богдан Устеменко був з нами на прямому зв'язку, директор Інституту морського права и безпеки, эксперт Центру оборонных стратегий. А пока мы ждем соединения председателя Меджлиса крымстарского народа Рифата Чубарова. Напомню, что мы традиционно связываемся с ним ежедневно в будние дни и обсуждаем последнюю ситуацию в нашей стране и ситуацию, которая непосредственно касается временно оккупированного полуострова Крым. Тем временем Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает, что оккупанты продолжают попытки захватить Северодонецк и окружить силы ВСУ на востоке Украины, на Донбассе, в частности, Слобожанское направление. Враг пытается удержать позиции, не допустить продвижения ВСУ вглубь временно оккупированной территории. Южнобужское направление. Рашисты минируют побережье реки Ингулец, нанесли авиаудары в районе Давыдов-Брод на Херсонщине. Изюмское направление. Армия Российской Федерации
готовится возобновить наступление в районах поселка Изюм и Славянск, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. А президент Украины Владимир Зеленский сказал, что мы деоккупируем всю территорию, которая исторически нам принадлежит, но спешить Украина не будет. Если это потребует десятков тысяч жертв, дождемся нужного вооружения, подчеркнул гарант Конституции, президент Украины Владимир Зеленский. И с нами сейчас на прямой связи председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат ага, ассаляму алейкум, хайрлах шамбар. Хайрлах шамбар, доброго вечера всем. Да, вы слышали последнее заявление Зеленского? Он сказал, что мы деоккупируем всю территорию, которая исторически нам принадлежит, но спешить мы не будем, а мы подождем нужного нам вооружения, так как вот если мы будем спешить, как говорит Зеленский, это потребует десятков тысяч жертв. Поэтому Украина дождется нужного вооружения и потом, я так понимаю, перейдет в контрнаступление для деоккупации своих территорий. Примерно это может произойти в июле, говорят военные эксперты. Что думаете? Ну, давайте залишимо, хай воєнні експерти називають дату, але я, як політик, маю тільки погодитися з президентом, що маємо накопити зброю задля того, щоб перейти в контрнаступ, а потім і до звільнення окупованих Росією територій. Тобто нам потрібно мати весь арсенал потужної зброї. І ця зброя, як всі знають, і тут немає жодної таємниці. Вона зараз постачається в Україну і вона доходить до військ, але не все так швидко, як хотілося. Ну, вот когда мы говорим про деоккупацию, вот немного мракобесия с Россией, с Мордора. Наверняка вы слышали заявление начальника Совета Безопасности, секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, который заявил, что Польша переходит к захвату территории Украины на Западе. Он заявил, что партнеры киевского режима не прочь воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. И аргументировал это Патрушев тем, что Анджей Дуда приезжал в Украину. Что скажете? Вот что это такое? Ну, вони ще дуріють, але якщо говорити серйозно, то як мінімум останні 8 років з того моменту, як російські війська вторглися до Криму, захопили Крим, окупували, Москва робила дуже багато, щоб пересварити всіх зі всіма в Європі і особливо стравити проти України її сусідів, і зокрема Польщу. Це сотні спеціальних таких передач, провокаційних круглих столів. Ну, це просто було майже запрошення до Польщі, ну забирайте в ті землі, які колись були у польській державі. Так робилося по відношенню і до Угорщини, десь заохочували Чехію, але Москва зараз в шоці від того, наскільки Європа об'єдналася, і тому це вже, знаєте, те, що сказав Патрушев, це вже, ну, як кажуть російською, на іздиханні, вже нема що. А почему вот есть страны, которые, вот в том числе Польша, да, страны Балтии, Соединенных Штатов Америки и Британии, они четко артикулируют свои позиции, говорят о том, что все, мы будем помогать вам до последнего, до победного конца, консолидированы, стоят рядом с Украиной и предоставляют любую помощь, которую Украина просит. И есть страны, которые, ну, там мешкают в вопросе поддержки Украины и там сохранения каких-то коммерческих, экономических взаимосвязей с Российской Федерацией. Вот, возможно, ретроспективно, а почему вот страны Польши, Балтии так близки к Украине и так хорошо нас понимают? Как вы себе это объясняете? Ну, бо є різний рівень такої економічної інтеграції, можна, якщо так сказати, і співпраці. Ну, якщо відійти від цих дипломатичних слів, то різний рівень, ну, скажімо, залежності
від російських енергоносіїв. І при тому, ну, скажімо, от уже не діяло те щеплення історичне, яке Москва надавала різним країнам і народам. Якщо ми візьмемо Балтійські країни, ну як вони можуть забути 40-й рік, потім з 45-го по 89-й, десятки тисяч депортованих латишів, естонців, литовців, за 60 тисяч було депортовано, найбільше з цих балтійських народів, асиміляція тотальна, екологічні катастрофи. І Польща, ну, останні 80-й рік введення надзвичайного режиму через зрозуміло комуністичну систему польську, але це все робила Москва. І тому тут є дуже добра колективна пам'ять, якою б не були економічні інтереси, оця колективна пам'ять, вона ніколи не переводить економіку на перший план. Щодо Німеччини, ну вони ще, знаєте, ще несуть на себе усвідомлення того, що німецька нація була чинником великих потрясінь, трагедій і під час Другої світової війни. Але ну, і вони несуть це усвідомлення і відповідальність, вони про це говорять, і кожного року вони здійснюють ті чи інші такі форми покаяння, але в той же час рівень економічної інтеграції з Росією в них настільки високий, що вони дуже важко відходять від цієї співпраці. Але те рішення, яке так званий шостий пакет, говорить про те, що, ну, дивіться, там вже шостий пакет, Німеччина добровільно відмовилася від використовування російської нафти вже зараз. Це дуже сильний прорив. Ну и вместе с этим сегодня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что к концу года импорт российской нефти будет сокращен на 92%. Это тоже хорошие новости. Ну, ви знаєте, що прийнято рішення щодо ембарго нафти, яка постачається танкерами, тобто судами морськими. І це рішення вступить через півроку в силу. Це, ну, хотілося б, щоб воно було сьогодні, але бачите, воно є так, як є. І поки ще залишається постачання нафти через цей трубопровід «Дружба», бачите, яка назва. І тут деякі країни, ну, зокрема Угорщина, Чехія, вони будуть ще продовжувати вживати російську нафту, але ситуація в тому, що я просто тут дивлюся деякі економічні викладки, у мене тут дуже така чудова інфографіка, і дивіться, от за даними Блумберга, через оборону Кремль щороку не буде дораховуватися близько 22 мільярди доларів з того моменту, як запрацює це ембарго. Але якщо, щоб не поглиблюватися далі, скажемо, чи це вбивчо для Росії? І експерти кажуть, ні, не вбивчо. Це буде дуже сильний удар по економіці Росії, але вона буде витримувати цей удар. Треба йти на 7-му санкцію, 7-й пакет, газ. Але вже країни поки що не готові, бо від нафти легше відмовитися, бо транспортувати її, ну, є джерела інші постачання, альтернативні, все таке інше, а з газом тут складніше. Але якщо вдасться накласти ембарго хоча б от на європейську частину світу, на російський газ, то це означає, що
Росія не зможе цей газ нікуди постачати, ну бо для цього треба будувати, а це не так швидко, додаткові газопроводи і таке інше. З нафтою знову і для Росії теж проще, бо вона може танкери з нафтою спрямувати на ті країни, які будуть ще купувати російську нафту, крім європейських. Отже, треба обкладати роботи щодо придушення російської економіки ще вистачає. Ну, на самом деле, ведь мы понимаем, что схемы никто, к сожалению, не отменял. И это может быть реверсный газ, реверсная нефть. И даже когда мы говорим до конца года будет полностью фактически прекращен импорт на российскую нефть, тут тоже ведь за полгода можно заполнить все резервы и хранилища, которые потом могут еще обеспечивать Европейский Союз, европейские страны еще на год, как оценивают многие эксперты. То есть Россия может сейчас больше поставлять, чем она поставляла обычно, ведь это тоже никто не отменял. Ну, тут багато питань, але ж є і конкуренція, теж не будемо про це забувати. І не дарма американський політикум зараз дуже динамічний в стосунках з арабськими країнами, які відбудовують нафту, і Росії треба, знаєте, піти з ринку і знайти одразу зайвий ринок, це не так просто, і особливо щодо нафтопродуктів і газу. Газ, я ще раз повторюю, це треба будувати нові газогони, а це теж і часу потребує, і великих витрат. З нафтою здавалося би проще, бо кораблі є, танкери є, але ринок вже захоплений іншими. Тут теж треба на це враховувати. Ну и все же, вот когда мы говорим про санкции, сейчас Российская Федерация лидирует по количеству введенных против нее санкций. Против нее даже ввели больше санкций, чем против Ирана, Северной Кореи и других тоталитарных режимов. Вот как вы думаете, насколько может хватить России в таком положении, с таким количеством санкций сегодня? Или они все-таки рассчитывали на что-то? Если да, то на что? Ні, настільки на такі глибокі санкції, глибокі з точки зору наслідки для економіки, вони не думали про це. Мені так здається, бо тут вже дійсно відчувається певна паніка, можливо, вона не така помітна, але на тлі з деякими такими цинічними заявами, вже, бачите, вже є панічні такі висловлювання щодо Патрушева, щодо Польщі. Це тільки вже йде від усвідомлення того, що все пропало, розумієте? Але і тут днями Лавров їде до Анкари, щоб вести переговори. Це не просто так. Це вже відчування того. Це люди, які хочуть буквально, люди і я в тому числі, я хотів би, щоб результати були сьогодні вже вранці рішення, а ввечері, щоб я відчував результати. Але так не відбувається в світовій політиці. Півроку, а наслідки десь через 8 місяців будуть відчуватися. Але для економіки це дуже, дуже короткий такий термін, бо за ці ж часи економіка ж вона не стоїть, це процес, угоди, операції, всякі акції, таке інше. І росіяни зараз, сьогоднішнім рішенням вони відчули, що затягується оцей, знаєте, це петля на їхній шиї. І я думаю, що вони днями будуть вже більш, вони будуть ініціювати і переговори, і все таке інше.
Але ще раз повторюю, це не такий ще стан Росії, щоб вони хоча б почали б трошечки здавати назад. Ні, вони будуть намагатися обдурити європейські країни і, головне, Україну. Вони будуть намагатися надурити своїми обіцянками. Ну, мовляв, оце сьогодні ж теж було. Лавров каже, що якщо Україна розмінує всі підходи до Одеського порту, Росія гарантує, мовляв, безпечний прохід транспорту морського з українським зерном. Бачите, яку вони нам роблять таку поблажку російською мовою, а насправді на це не треба, і на це можуть купитися, зокрема, і турецькі очільники. Ну, це ж пастка. Ну, вот разминировали мы наши порты, наши, значит, приграничные территории, даже если мы говорим про Одессу, и высадили на следующий день российские оккупанты туда свой десант. Ведь попыток полностью отрезать Украину от морей они не оставляют. Ви абсолютно праві, і тому тут якраз не треба нікому на такі обіцянки купуватися. Треба говорити про те, що як мінімум, якщо б від мене залежало, я б сказав, окей, ми можемо на це піти, але тоді хай Чорне море входить коаліція, військові кораблі країн коаліції, Великої Британії, американські, ті ж турецькі, і хай вони залишаються для охорони узбіччя України. Це як мінімум. Але якщо б від мене залежало, я б сказав би ні. Давайте в Чорному морі забезпечимо дотримання міжнародного морського права станом на 2014 рік. І тоді росіяни мають піти з Кримського півострову, і всі кордони морські, в тому числі, вони стають на свої місця, так як це визнано світом. І тоді будь-яке переміщення будь-якого корабля в сторону України чи ще іншої країни, вони одразу будуть отримувати іншу оцінку. Але ж росіяни на це не підуть. Росіяни це сьогоднішня пропозиція щодо того, що, мовляв, розміновуйте свій порт, а ми гарантуємо безпеку проходження морського транспорту. Це вже намагання Росії, знаєте, от вже це початок вже такого жульничества. Ага. Треба зараз бути дуже такими прискіпливими і уважними до того, що буде робити Лавров і всі інші, хто здійснює публічну політику. Действительно, даже, вы меня поправите, великий Джохар Дудаев говорил о том, что Россия так устроена, что когда она ослабевает, идет на разные переговорные процессы, а потом укрепляется снова через какое-то время, выигрывает это время, укрепляется, а потом снова нападает. И вот сейчас мы видим на самом деле попытки Кремля перейти в дипломатическую плоскость, там переговорный процесс, предлагаются разные варианты, мы видим, как они подключают уже свою агентуру на Западе, которая лоббирует эти вопросы. Как не попасться в эту ловушку? Ну, здавалося б, елементарно, просто треба дотиснути цю. Я намагаюся знаходити слова, щоб слух людей трошки не образити. Треба дотиснути країну-агресора до того, щоб вона негайно поверталися межі міжнародного права. Все інше це може завершитися ще більшими катастрофами. Бачите, з одного боку, буквально тиждень тому ми були свідками того, як помітні політики міжнародного рівня говорили про те, що треба
створювати чи знаходити умови, щоб зберегти обличчя Путіну. Потім з'явилися якісь пропозиції якихось там країн, їхніх міністерств закордонних справ, тепер Лавров, тепер ще хтось. Все це буде відбуватися, але тут треба дуже чітку лінію займати нашій державі, Києву, президенту. Сьогодні Шольц ще раз канцлер Германії, тієї Германії, яка не поспішає з деякими видами потужної зброї, не поспішає з постачанням, але тим не менш він ще раз сказав про те, що рівень угоди з Росією буде лише той, який визначить Україна. Тобто всі зараз будуть придивлятися, і ті, хто хотів би підштовхнути Україну і забезпечити примирення з Росією на умовах Росії, і ті, хто, можливо, і симпатизує, і підтримує Україну, але вони десь там бачать, що в них є свої власні інтереси, там або вибори наближаються в їхніх країнах. Тепер всі будуть дивитися в сторону Києва. Тому Київ має бути тут. Ну, те, що сказав сьогодні президент. Він сказав, ми не віддаємо жодної нашої території. Як він тут сказав, я тут десь подивився, Україна буде, де окупує всю свою територію, яка належить їй історично і по всім міжнародним законам. Але це він сказав, щоб всі були впевнені в тому, що ми не будемо поступатися своєю територією, але в той же час сказав про те, що ми не будемо втрачати десятки тисяч життів, якщо це буде коштуватиме деокупація, ми почекаємо зброї. Оця позиція зброя і Росія зобов'язана повністю звільнити українські території. Ця позиція в Києві має лунати вдень, вночі, і вона має дуже чітко озвучуватися на всіх міжнародних форумах і не допускати жодних тут якихось там зменшень цій позиції. И возвращаясь к новооккупированным территориям, Межлис крымского народа активно следит за тем, что делают российские оккупанты сейчас непосредственно на новооккупированных территориях и в Херсонской области. Вот вы неоднократно в наших эфирах с каждым днем вы нам рассказываете, говорите, какие именно репрессии и обыски проводят оккупанты, в частности, там в Геническе, в Новоалексеевке, в Херсоне и так далее. Вот какие последние новости, что там сейчас происходит по вашим данным? Мы не можем еще найти местонахождение двух крымских татар, Эльдара, по-моему, Эльдара и Рифата Асановых, братья родные, которых забрали из села Счастливцево. И непонятно, что с ними происходит. Сейчас, возможно, сегодня-завтра родственники Руслана Абдурахманова, которого вывезли в Симферополь, и его обвиняют в участии якобы в незаконных вооруженных формированиях, то есть батальон Номана Чевибиджихана. И, возможно, там сегодня-завтра у него появится уже адвокат по соглашению, и он сможет чувствовать себя, может быть, чуть-чуть немножко уже в безопасности, насколько можно быть в безопасности в условиях лишения свободы в застенках ФСБ. Люди продолжают уезжать с оккупированной территории Херсона, но российские оккупанты максимально ужесточили возможность выезжать для людей на территорию, которая контролируется правительством Украины. Сейчас идут отключения
украинских операторов телефонной связи и интернета также. В то же время российские оккупанты, или здесь правильно будет сказать Москва, так до конца и не решила, что она будет делать в будущем со статусом этой территории. Я сегодня слушал одного из тех коллаборантов, которые поставлены Москвой управлять этой территорией. И, кстати, когда каждый раз я его вижу, а это Стремоусов Кирилл, такой юродивый, ходил годами и очень активно использовал все возможности социальных сетей, Ютуба, и устраивал многие провокации публичные. И все оставался недосягаемым для украинских спецслужб, и СБУ, и национальной полиции. Я думаю, что придет время, когда будут судить Кирилла Стремоусова, придется многим отвечать на вопрос о том, почему этот человек не был наказан за явную пророссийскую позицию задолго до 24 февраля 2022 года. Так вот, этот Кирилл Стремоусов сегодня очень пространно рассуждал о том, что как только большинство жителей Херсонской области получат паспорта Российской Федерации, то тогда, возможно, и состоится референдум. А пока де-факто Херсонская область, по утверждению этого коллаборанта Кирилла Стремоусова, по его представлению, это является уже не частью украинского государства, а примыкает к Российской Федерации, является областью, но фактически в Российской Федерации. Это вот такого рода различные длительные рассуждения местных коллаборантов говорят о том, что Москва сейчас все еще на этапе принятия решений по тем территориям, которые контролируются российскими войсками. Я их называю оккупированными территориями, поскольку вся жизнь населения, мирных жителей на этих территориях, она абсолютно подчинена требованиям российской армии, оккупировавшей эти территории. А есть ли у вас информация, сколько людей уже выехало с Херсонской области непосредственно? Это 1000 людей или сколько? Как много? У меня нет такой информации, статистики, но если опираться на ощущения местных активистов, то в некоторых населенных пунктах количество выехавших уже составляет половину этого населения. Но, видимо, все-таки есть отличия между городами, селами. Как правило, уезжают люди молодые, те, которые не хотят испачкаться даже вынужденно, своим пребыванием на этой территории с оккупационной властью. Много учителей выезжают. Выезжают врачи, выезжают те, которые занимались в малом и среднем бизнесе. Вот эти люди уезжают. Остаются те, которые связаны с землей, селяне. Кроме того, что им некуда уезжать, они не могут оставить вот это свое хозяйство, и они просто будут выживать натуральным своим трудом, результатами натурального хозяйства. И вот буквально 4 минутки до завершения нашего Я не слышу вас. А сейчас, Рифат Ага, слышите? Да, вот буквально 4 минутки до завершения нашего эфира. Новость, о которой я вас, естественно, спросить не могу, это увольнение омбудсмена Людмилы Денисовой. Сегодня Верховная Рада Украины проголосовала за ее отставку. Сама Людмила Денисова сообщила о том, что обжалует в суде свое увольнение с должности омбудсмена. Она сказала, что, цитирую, «меня сместили вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам». Мы знаем, что представительский орган крымских татар Милли Меджлис был в тесной коммуникации с омбудсменом в непосредственно в нарушениях прав человека в
оккупированном Крыму, на новооккупированных Крыму территориях говорили, обсуждали и имели связи. Что вы думаете по этому поводу? Почему так произошло? Чем это чревато? Зачем это сейчас? Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека – это очень важная институция в нашем государстве, тем более она выписана и в Конституции Украины, и во всех законах. И всех, кто занимается обеспечением прав граждан Украины, а последние годы, с 2014 года, уже и на оккупированных Российской Федерацией территориях, все, кто занимается правами людей, они не могут не взаимодействовать с этой институцией, с уполномоченной Верховной Рады по правам человека. И, конечно, мы плотно работали, как и работали с предыдущим омбудсменом. Хочу просто сказать одно, что эта институция настолько важна, что любые действия по отношению к ней, они должны опираться исключительно на тщательное соблюдение украинского законодательства. К сожалению, при решении сегодня вопроса о освобождении ее, госпожи Денисовой, поскольку у нас уполномоченная она дама, да, уполномоченная Верховной Рады по правам человека, были нарушены ряд действующих законов Украины, и это не делает чести никому в нашем государстве. Это плохо. Чух сағылын за ваш комментарий, сағылын Сриф АТГ. Увидимся завтра в это время на крымско-татарском. Продолжим нашу беседу. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров был с нами на прямой связи. Я вынуждена с вами попрощаться, но оставайтесь первым крымско-татарским. Эфир продолжает информационная программа «Заман». На украинском языке наши журналисты расскажут вам самые последние актуальные новости, а после вас поприветствует мой коллега Айдер Муждабаев в программе «Прайм Муждабаев». Не пропустите. Коршкинч.